Пансионат на юге Украины, принадлежащий супруге лидера крымско-татарской организации Кырым-Бірлігі Ситомир Немитулаева, перешел под контроль радикальной группировки. Охрану угрожали убить, сообщил Немитулаев. Вечером 7 января радикальные группировки попытались захватить пансионат в поселке Строитель на Арабатской стрелке, Херсонская область, заявил лидер крымско-татарской организации. Ранее он сообщал, что у его семьи забрали ряд бизнес-проектов в Украине после того, как он открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Он пояснил, что рейдерством промышляют украинские радикальные группировки. В частности, в санатории, который принадлежит его супруге, хотят разместить добровольческий батальон имени Нумана Челебезджихана, о создании которого ранее заявил один из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов. У него агония, и теперь он пошел по частной собственности семьи Немитулаевых, Надии Ибрагимовны Немитулаевой. Забрали гостиничный комплекс без решения суда, без никакого. Это на Чангаре. Теперь они хотят забрать комплекс на Арабатской стрелке, Генгорка. Ворвались вооруженные в камуфляжах. Там были военные люди разной национальности. Они не каждый говорил на татарском, турецком языке. Звучала арабская речь. Я думаю, это были люди из ИГИЛа. Я с ним лично разговаривал по телефону. Понял, этот человек, который уже не имеет никакой морали, ни мужской этики. С его слов для меня и для всего своего народа хочу сказать, что он никогда о своем народе не мечтал. Тем более, если он призывает сегодня к войне, он призывает к тому, что если нас 350-400 тысяч крымских татар, а что будет завтра? В 1994 году Немитулаев, проживающий на тот момент в Херсонской области, был избран председателем колхоза. С тех пор более 20 лет занимает руководящие должности, последняя из которых в Геническе, глава Генического райсовета. После Киевского Майдана переехал жить в Крым, не согласившись с позицией руководства Украины. В 2014 году Ситомир Немитулаев создал общественную региональную организацию Кырым-Бірлігі и стал членом Общественного совета крымско-татарского народа. Основными задачами организации является защита прав и интересов крымско-татарского народа, содействие консолидации крымско-татарского народа под идеями справедливости, высокой нравственности и толерантности для обеспечивания социального и экономического развития, поддержка духовности, культуры и традиций крымских татар, проживающих на своей родине в Крыму. Мы проводим очень много встреч с людьми, общаясь, многим объясняем политическую обстановку, объясняем, что происходит сегодня на территории Крыма и что происходит за территорией Крыма. Я имею в виду бывшие лидеры Меджлиса, которые ту пропаганду и ту политику, которую ведут, она неприемлема для нашего народа. Мы должны жить своей жизнью. Крымские татары, если мы сегодня понимаем, что только вместе в созвездии со всеми будем жить, посмотрите, на самом деле предстоит очень много сделать. Это сегодня только начало того, но и в то же время очень много делается, чтобы нормально было. Те люди, которые хотят созидать, кто хочет работать, он всегда найдет мир, согласие и будем работать. Ситомир Немитулаев отмечает, что к захвату пансионата причастны бойцы радикальной группировки инициатора продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова. Глава Кырым-Бірлігі подчеркнул, что Ислямов прибирает к рукам чужую собственность в отместку за то, что на его собственность в России наложили арест. Асан Абевлаев, Алишер Алимов, телеканал Милет.